собак. Здравствуйте, ребята! У нас сегодня очередной урок. Тема урока – предлоги. Вы узнаете, что такое предлоги, для чего они нужны нам. Узнаете, когда какие предлоги надо использовать. И расскажете о сельском дворе. Для собак. Так что же такое предлоги? Предлоги – это маленькие слова. Они помогают нам лучше понять друг друга. Например, если я скажу «стол», «книга», вы поймете, что я хотела сказать об этих предметах? Думаю, нет. А вот если я скажу «книга на столе», вы поймете, что я хотела сказать, где книга? Книга на столе. Вы видите, появилось маленькое слово «на». У этих маленьких слов есть маленькие значения, но значения предлогов становятся понятными, если они употребляются вместе с другими словами. Если сказать просто «на», никто, конечно, ничего не поймет. А вот если сказать «на столе», тогда все становится ясно. Что-то находится здесь, на столе. Давайте рассмотрим картинку «Кто где находится». Где медведь? Медведь около дерева. Повторите, ребята. Медведь около дерева. Где белка? Белка на дереве. Повторите. Белка на дереве. Где лиса? Лиса в кустах. Повторите. Лиса в кустах. А заяц? Заяц за деревом. Повторите. Заяц за деревом. Слова около, на, в, за предлоги. Предлоги помогают нам правильно понимать друг друга. Предлогов в русском языке много. Конечно, я не могу рассказать обо всех предлогах за один урок. Давайте посмотрим на некоторые из них и узнаем, что они обозначают. Что еще нужно знать о предлогах? Ребята, предлоги со словами надо писать раздельно, а читать слитно вместе. Заяц за деревом. Посмотрите на картинки и подумайте, где какой предлог. Ребята, это задание есть в рабочей тетради на 40-й странице. Вы можете работать там. Думаю, так удобнее. У вас есть время. Давайте проверим, как у вас получилось. Я буду читать, вы тоже читайте после меня. У коробки, над коробкой, с коробкой, от коробки, под коробкой, за коробкой, в коробке, вокруг коробки, на коробке, к коробке, около коробки, по коробке, через коробку. Думаю, вы правильно нашли все предлоги. Ребята, посмотрите, как сказать правильно. Какой предлог должен быть в предложении? Платье висит в шкафу.
Ребята, предлоги надо читать вместе со следующим словом. Повторите. Платье висит в шкафу. А это вторая картинка. Как сказать правильно? Цветы стоят в вазе. Читаем вместе. Цветы стоят в вазе. На картинке учительница и ученица. Они сидят. Как мы скажем, где они сидят? Ученица сидит за партой. Учительница сидит за столом. Что с солнцем? Как сказать? Солнце зашло за тучу. Где спрятался заяц? Как сказать правильно? Заяц спрятался под кустом. А где стоит волк? Как мы скажем? Волк стоит за кустом. Где растут грибы? Как мы скажем? Под деревом растут грибы. А здесь ворона. Как сказать правильно? Ворона летит над крышей. Ребята, повторите. Ворона летит над крышей. Машина стоит. Машина стоит около дома. Ребята, прочитаем вместе. Машина стоит около дома. Кошка. Где она? Как сказать правильно? Кошка спряталась под столом. Читаем вместе. Кошка спряталась под столом. А где спрятался мальчик? Мальчик спрятался за деревом. Ребята, в русском языке есть два немного похожих предлога «на» и «над». Чем они отличаются? Давайте посмотрим на картинки. На первой картинке между предметами есть расстояние, поэтому надо говорить «над». На второй картинке между предметами нет расстояния, поэтому надо говорить «на». Посмотрите, на первой картинке ворона летит, на второй она уже сидит. Надо говорить так. Ворона летит над крышей. Между вороной и крышей есть небольшое расстояние. Видите? На второй картинке ворона сидит на крыше. Расстояния между вороной и крышей уже нет. О какой картинке мы скажем? Бабочка над цветком. А о какой? Бабочка на цветке. Проверьте. Бабочка на цветке, бабочка над цветком. О каких лебедях мы скажем? Лебеди над озером. А о каких? Лебеди на озере. Давайте посмотрим. Лебеди на озере, лебеди над озером. Ребята, скажите, где очки? Очки на столе. Где книги? Книги
на полке. Где луна? Луна над рекой. А где кошка? Кошка на диване. Где пчела? Пчела над цветком. Где птица? Птица над гнездом. Еще два предлога, о которых нам с вами надо поговорить. Это предлоги под и перед. Предлог пода обозначает ниже чего-либо, со стороны нижней части чего-либо. А предлог перед обозначает впереди чего-то. Посмотрите на картинки. На первой один предмет находится ниже другого предмета. Надо говорить под. На второй картинке один предмет находится впереди другого. Надо говорить перед. Это кошка. Она под столом. Кошка под столом. Посмотрите на вторую картинку. Машина перед домом. Повторите. Машина перед домом. Где щенок? Щенок под креслом. Где гнездо? Гнездо под крышей. Где машина? Машина перед воротами. Где тапочки? Тапочки под кроватью. Где цветы? Цветы перед домом. Где человек? Человек перед дверью. Ребята, это сельский двор. Если у вас есть рабочие тетради, откройте страницу 42. Эта картинка есть там, в ваших рабочих тетрадях. Давайте посмотрим и расскажем, кто во дворе. Это конь. Он в сарае. Это кошка. Она перед дверью. Это собака. Она лежит около конуры. Корова за забором. Она ест траву. Петух сидит на заборе и кукарекает. Во дворе растет большое дерево. Под деревом курица с цыплятами клюют зерна. Перед забором растут цветы. Хорошо в сельском дворе. Ребята, а ведь у нас с вами получился целый рассказ о сельском дворе. Давайте прочитаем вместе. Это сельский двор. Это конь. Он в сарае. Это кошка. Она перед дверью. Собака лежит около конуры. Корова за забором. Она ест траву. Петух сидит на заборе и кукарекает. Во дворе растет большое дерево. Под деревом курица с цыплятами клюют зерна. Перед забором растут цветы. Хорошо в сельском дворе. А давайте назовем наш рассказ так. Двор в селе.
Ребята, вы сегодня многое узнали о предлогах. Я хочу немного проверить вас, хорошо? Если вы согласны с тем, что я скажу вам, говорите «да». Если не согласны, говорите «нет». Итак, предлог – это часть слова. Предлоги – это слова. Да. Предлоги со словами надо писать слитно. Нет. Предлоги со словами надо писать раздельно. Да. Предлоги со словами надо читать раздельно. Нет. Предлоги со словами надо читать вместе. Да. Уверена, вы ответили правильно. Телесобак. Ребята, наш урок заканчивается. Сегодня мы с вами узнали, что такое предлоги, узнали их значение, рассказали о сельском дворе. Мы сегодня, как всегда, хорошо поработали. До свидания, ребята. До новых встреч.